Абсолютно те же впечатления у меня остались от спектакля. Чрезвычайно наивный, чрезвычайно добрый, удивительно какой-то такой проникновенный спектакль, который совсем не хочется как-то так, знаете, там что-то раскладывать, анализировать. Он очень цельный внутри себя, и его хочется именно так воспринимать. И то же самое скажу. Конечно, мне такое впечатление сложилось, что, я не знаю, планировали вы или нет, но такое впечатление, что это спектакль для семейного просмотра, в том смысле, что действительно самым неожиданным образом там появляются двойные и тройные смыслы. Мне кажется, что это в любом возрасте смотреть интересно. С другой стороны, да, пожалуйста. Да. И при этом спектакль абсолютно не пошлый, абсолютно не пошлый. Там есть какие-то двусмысленности, но он какой-то, знаете, чрезвычайно добрый, наивный, какой-то потрясающий такой чистотой веет от этого спектакля. И даже те двусмысленности, которые возникают, то уже относишь, так сказать, недостатком спектакля, а собственной, так сказать, испорченности в связи с возрастом и опытом. Вот. Чудесный, конечно, Азамат, чудесный. Как он замечательно, органично существует всегда в таком живом плане. Вот уж где человек на своем поле, да? На своем поле, в поле драматического актера существует великолепно, уместно, о чем мы уже говорили на прошлом фестивале в связи с «Красной шапочкой». И здесь, значит, еще раз подтвердил, то есть невероятно просто и легко этого мастера все возникает. И вот эта реплика, а теперь посмотрим, что из всего этого получилось. Да. И как замечательно он потом вклинивается в эту историю и как-то там пытается ее исправить. Из того, что получилось, чтобы все-таки получилось что-то удобоваримое. Вот. Немножко мне показалось многовато было под конец суеты, когда уже все персонажи, и зайчики, и волки, козлы, что-то такое, все уже появилось, все друг с другом сначала поссорилось, а потом помирилось, и уже начинается вот эта суматоха. Кого мы там спасали, выручали, я уже, честно говоря, не очень помню, но кого-то спасали, выручали, да? Значит, там мне показалось немножко, много было суеты, и появился ненужный какой-то крик. А вообще, конечно, замечательный спектакль, спасибо вам за него. Лично я получила удовольствие. За что вас благодарю. Спасибо. Да. Я забыл просто, времени нет просто. Отвлекся, нет, просто отвлекся. Да, я тоже хочу сказать спасибо. Я тоже получила нормальное, качественное зрительское удовольствие. Вы знаете, продолжая тему, странным образом, мне, конечно, эта пьеса не знакома совсем, и при всей своей, как бы это сказать, абсурдности, наивности и такой даже в хорошем смысле дурацкости, она, в принципе, очень хорошо сделана. Мне кажется, что это стало определенной почвой, да, на которой вот эта вот актерская органика, да, могла достаточно свободно раскрываться. Вот. Потому что, в общем-то, вся история, хотя действительно там вот где-то после этих событий в лесу немножко начал сюжет как бы дробиться. Но в целом там все ясно, все понятно. И, конечно, у меня просто до сих пор вот то, что называется послевкусие такое, я вспоминаю этого персонажа, этого сделанного из палок, этого чуча. То есть, конечно, когда он впервые, это великолепное зрительское удовольствие, вы поймите, когда он появляется, и у тебя первая мысль, это какой-то бред. Да? Что это? Боже мой, что за кошмар вообще? Кто мог вообще такое вообразить, придумать в чьем больном мозгу? А дальше он у тебя, что называется, помимо твоей какой-то воли и твоего интеллектуальной оценки, да, вот этого вот персонажа, вот этой куклы, он вдруг у тебя начинает оживать, ты начинаешь не просто ему доверять, а волноваться за его судьбу, и в какой-то момент ты просто начинаешь им восхищаться. Потому что, как сказать, быть существом с таким доверием к миру, да, когда ты любому можешь сказать, а я умею растопыриваться, да, на любой вопрос и на любой ответ. И
я просто хочу тоже выразить свое восхищение артистами. Понимаете, здесь какая-то очень ценная есть вещь, потому что для того, чтобы это играть вот так, да, я не знаю, это надо что-то в душе очень. Вот мы говорим там сохранить внутри ребенка, бла-бла-бла. Очень часто это превращается в позу в некоторую. Ах, я такой наивный, я такой беззащитный, я такой вот непредсказуемый, да. Но в творчестве это далеко не всегда вот может выразиться настолько органично, настолько искренне, заразительно, да, что ты во все в это вот поверишь. Мне безумно понравились, во-первых, все куклы в этом спектакле. Начиная с бабушки, с дедушкой, у них есть, это тоже художнику большой респект, потому что в них есть такой своеобразный, немножко дремучий такой шарм, да, они вот такие рукотворные, они действительно напоминают там, произведения примитивистов. И, кстати, я хочу сказать, что у того же Пиросмани, мы можем как угодно там, так сказать, его рассматривать, но у него с композицией это все в порядке. Да. Да. У него очень своеобразное чувство композиции. Другой вопрос, что у него все в порядке. Он ей владел, и каким он нюхом там чуял, да, вот здесь, в общем... и у Руссо тоже, когда этот Левий да, маленький вылезает. Да. Вот. Она не вписывается там в каноны Пуссена, естественно, но это с композицией все в порядке. Вот. И, собственно говоря, такая же немножко техника вот этой вот работы с куклами, да, их пластика. Она тоже такая вот наивная, немножко размашистая. И понятно, что у этих кукол не такие большие технические возможности. Но мне кажется, что артисты делают с ними буквально все, что из них можно сделать. И все-таки каждый этот персонаж, он действительно обладает индивидуальностью. О чем я хотела сказать, может быть, в плане поразмыслить на будущее. Очень хотелось бы, конечно, театру пожелать вот сохранить это доверие к миру, это доверие к зрителю, эту какую-то вот такую открытость, и, с другой стороны, не потерять, потому что профессионализм там определенно есть. Но просто только не стремитесь становиться слишком европейскими и слишком академическими, потому что это, конечно, часто приводит просто к смерти вообще всего живого. Вот, и о чем я хотела сказать еще. Смотрите, там есть вот эта ширма, да, есть домик и лес, да, есть куклы, которые вот очень стильные по-своему, и есть вот этот задник, который как бы намекает на некий реализм, на некую такую натуральность, да, этого пейзажа, который замыкает всю композицию. Вот мне кажется, здесь как раз так, очень ярко вот явлена эта история с этой вот гранью, которую, наверное, не бойтесь быть наивными, не бойтесь быть орнаментальными. У вас действительно есть этот культурный бэкграунд, который по-настоящему всем интересен, если вы его являете также искренне. То есть вот этот виноград, да, орнаментальный, это сразу же культурный код. Мы понимаем, что это юг, что это Кавказ, что это вот такая вот, как сказать, щедрая природа, что это солнце и так далее. Если бы эти деревья, да, которые на ширме, они же тоже абсолютно условные, абсолютно орнаментальные. Если бы на заднике был такого же рода пейзаж, я вас уверяю, это бы его нисколько не испортило. А может быть, наоборот, бы даже украсило. Вот. Спасибо вам огромное. Это сложно просто сразу после... знаете, еще одна вещь, которая меня там царапнула в этом спектакле. Точно, абсолютно царапнула. Вот когда вылетают птички, и там жуткая фонограмма с шипением на полет шмеля, да уберите вы ее, нафиг она вообще нужна. И так все понятно про этих птичек, их не надо ничем иллюстрировать. Просто она настолько выпадает из общей вот этой вот абсолютно целостной картины и атмосферы, что ну зачем? Вот. Спасибо еще раз.